и вот так, и уничтожим волосы. Начальная температура — это вот мы периодную внутренние гравитационные волны усреднили, а то, что интервал. И оно пролетает, вот, когда пролеты спутника происходят, они пролетают над, так сказать, над одной и той же широтой, да? В одно и то же время. Ну, по крайней мере, составление численных моделей нашей атмосферы глобальных и для прогнозирования системы. Или погоды обычной, или, например, прогнозирование космической погоды. Ну, я бы хотел обратиться, да, к молодым людям, школьникам. Что, ну и всем, естественно, кто смотрит этот канал, вот текущий год объявлен президентом нашей республики годом науки и технологий. Это первое, это было, по-моему, 31 декабря, такой вот указ. И еще до этого, в декабре, тоже была утверждена государственная программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации, ну, по такой-то период. Эти два очень важных документа для научной общественности, оно, можно сказать, знаковые. Они показывают, что высшее руководство начинает оказывать существенное, значит, внимание науке и технологиям. Эти вещи неразрывные. Потому что вот в течение 10 лет примерно у нас были сложные процессы, связанные с реорганизацией Российской академии наук. Очень неоднозначные процессы, с негативными, в основном, последствиями. Ну и поэтому научная общественность была очень сильно огорчена такими делами. У нас вообще вот, многие реорганизации были неудачные, скажем так, вот то же самое аспирантура, про нее можно отдельную тему там рассказать. Но вот факт такой, что руководство наук республики, государства начинает понимать, что наука, ну, я думаю, оно и понимало раньше, что надо более внимательно к науке отнестись, потому что, во-первых, фундаментальная наука это является основой вообще суверенитета как государства. Потому что вот Советский Союз, вот наша сейчас Россия, она существует за счет того, что фундаментальная наука, послевоенные 40-е, 50-е годы, путем неимоверных усилий при очень правильном руководстве со стороны высшего руководства страны выжила путем того, что вот создали атомную бомбу. Вот. Потому что без нее вот, был вопрос выживания, просто как государство. Ну и сейчас, скажем, ну, научное сообщество, оно на самом деле и обеспечено и хорошей зарплатой. Вот если правильно выполнять, опять-таки, указания президента страны, там есть ряд нормативных документов, если, вот, касаемо заработной платы научных сотрудников, например, средняя заработная плата научных сотрудников, она должна быть не менее чем в 2 раза больше, чем средняя заработная плата по региону. Такая, если, допустим, вот Республика Саха-Якутия, средняя заработная плата, скажем, 70 тысяч насчитали там на официальные документы, то тогда средняя заработная плата научных сотрудников должна быть 140 тысяч. И поэтому это вполне очень приличные, хорошие, значит, зарплаты, которыми можно качественно жить, обеспечивать семью, заниматься наукой, приносить пользу обществу, своему народу, своей земле. И, в общем, всякое, я считаю, что занятие наукой это намного лучше, чем, например, сидеть в банках, считать чужие деньги, там, ну, при хорошей зарплате, но неинтересно. А тут, скажем, решая актуальные научные задачи, значит, свою, так сказать, любопытство еще удовлетворяя, ну, еще приносить пользу, это вообще, считаю, очень полезное, хорошее дело. Осталось за ночь, мы берем просто обычную. Обычную среднюю, а если какую средневатричную попробовать взять уменьшить? Средневатричную, но мы всегда по крайней мере, средненочную температуру все считают просто средненочную. А там у них менялось по такому же паттерну волновому полное электронное содержание, которое очень сильно влияет вообще на связь и на спутниковое и так далее GPS, ориентирование
и так Хорошо, далее. спасибо, достаточно. наземных наблюдений и спутниковых излучений. Основная задача состоит в том, чтобы найти прорывы спутника РДРСР на пути и совершенные на точке единичного шага. В околоземной базе взаимодействия волн и здесь мы будем изучать внутреннюю магнитосферу. Естественно, является Усредняете, да? Ну, да, конечно. Вот, а эта фигня же летит и мерит там только в одну точку. Да. Вот именно поэтому они расходятся. Вот, ну так и... А так не надо усреднять, берите в 3 часа ночи и все. Ядерная, короче, ошибка. Это она в течение ночи не варьирует, получается. Что варьируется? Температура сама. Температура в течение ночи варьирует как раз. Здравствуйте, меня зовут Сивцева Вера. Я младший научный сотрудник лаборатории оптики атмосферы. Сегодня я выступила со своим докладом сравнение средненочной температуры в области мезопаузы с спутниковыми данными. Было задано очень много вопросов, и они в основном касались, так сказать, техники, методики исследования и значения этого исследования. Ну, по поводу методики, конечно, мы там еще поговорили в кулуарах, а по поводу значения исследования, оно имеет большое значение с точки зрения вклада в циркуляционные модели планеты. А с помощью циркуляционных моделей планеты мы, конечно же, пытаемся предсказывать поведение климата Земли. Конечно, дискуссия помогла мне большей частью с точки зрения методики, потому что я осознала, какие вещи можно сделать, ну, по методической части исследования, и в какую сторону, в общем, можно продолжать эту работу. Дело сложно. Но на другой уже долготой. Да, на другой долготой. А вы смотрите для нашей долготы, то есть будете в сутки одну точку, да? Здравствуйте, меня зовут Петухова Анастасия. Ну, я вот из Института космофизики, и мы сейчас выступали на мероприятии, это 13-я ежегодная конференция «Актуальные вопросы космофизики». Ценность данных мероприятий скорее в том, чтобы мы опробировали вот наши знания, которые получены там в теории, да, либо при измерениях, и попробовали как раз-таки представить их. Вот. И это дополнительная репетиция, что ли, перед какими-то большими конференциями, либо даже вот перед защитами диссертации. То есть в этом плане это, конечно, очень большая такая помощь. Ну, значит, я коснусь проблем общего образования и проблем высшего образования немножко, потому что я всю жизнь работаю в системе образования, высшего образования, но всегда связан и работаю вместе со школами, учителями, ну хотя бы потому, что я являюсь многие годы председателем жюри олимпиад по физике, председателем методической комиссии по физике, всероссийских олимпиад по физике. Значит, олимпиада Тульмада, международная олимпиада Тульмада, ну тоже, не знаю, сколько лет, 15, наверное, еще не больше. Вот. Со школьниками, значит, по линии «Шаг в будущее» мы работаем с тем, чтобы, значит, изначально привлечь интерес к научным исследованиям, научным, значит, изысканиям, экспедициям. Вот. Ну, программа «Шаг в будущее» как раз этому соответствует. И поэтому, ну, плюс сейчас, естественно, я обучаю студентов, которых мы набрали. Вот я отвечаю, значит, в университете за направление подготовки по физике. Значит, был деканом физического факультета в свое время. Значит, ну и все проблемы, связанные с качеством образования, мы на себе испытываем. Скажем, наши абитуриенты, которые приходят после
система обучения, направленная на сдачу ЕГЭ, вот она, система обучения, к сожалению, стала направленной не на получение знаний, умений и навыков, а на сдачу ЕГЭ. Это, считаю, это вообще очень сильно, значит, сильный удар оказало по качеству нашего общего образования, которое во всем мире признавалось, что советская школа самая сильная, там многими фактами доказывает. К сожалению, значит, мы, скажем так, ну, мы все вместе, мы живем в одном государстве, разрушаем вот это вот качественное советское образование. Это, ну, не все потеряно, но в этом направлении надо работать. Вот, ну, для этого, вот, скажем, есть сети специальных школ, там президентские школы, лицеи, гимназии. Но на самом деле это не должно быть примерно как, я думаю, в советские времена, значит, чтобы обучение было, ну, примерно хотя бы на таком уровне. Вот, а сейчас совсем не то. Это первое. И второе, значит, связанная вот с аспирантурой, я скажу, проблема, которая, слава богу, видимо, благополучно разрешается. Дело в том, что вот, ну, я как профессор являюсь руководителем многих аспирантов, там у меня защищались кандидатские диссертации под моим руководством. И все, что связано с аспирантурой, это как бы часть моей жизни, моего труда. И вот в ходе организации высшего образования аспирантура была превращена из системы подготовки научных кадров в уровень высшего образования. То есть бакалавриат, значит, 4 года, магистратура 2 года, а потом молодой человек поступает в аспирантуру, заканчивает. И аспирантура, значит, руководящими документами были так называемые федеральные государственные образовательные стандарты для аспирантуры. Там ни слова диссертации нет. Там при выпуске аспирант защищает научно-квалификационную работу, так называемую, и получает, ну, этот диплом об окончании аспирантуры. Все. Если он написал диссертацию, то это как бы свободное от учебы время, можно сказать так. И, слава богу, есть и многих постановок, это, ну, это понимала научная общественность, понимает вузовская общественность, те, кто именно занимается вот подготовкой кадров для науки. И изменения в федеральный закон об образовании приняты, и аспирантура возвращена в свой прежний вид. То есть, значит, институт этот федеральных государственных образовательных стандартов, он как аспирантура не будет применяться. И основная задача аспирантуры – это подготовка молодого человека к научной деятельности путем подготовки и защиты кандидатской диссертации. Это вот правильно. То есть, вот я говорил вначале, что у нас есть проблемы с этими реорганизациями, но не все потеряно. Вот потихоньку, вот, скажем, кое-где возвращается вот в нормальное русло. Поэтому я очень рад, что наконец-то аспирантура станет именно ступенью не высшего образования, а подготовки научного человека к самостоятельной научной деятельности.